сожалению, принятых в 1994 году, отвечала веяниям и чаяниям 1994 года. И даже тогда принималась с очень большими допущениями и условностями. И не всеми членами общества тогда поддерживалась, и даже не всеми членами депутатского корпуса. Если же мы говорим сейчас о том, что эти кризисы нужно нивелировать и каким-то образом от них отойти, то задача этой рабочей группы как раз-таки была предложить максимально объективно, отойдя от политических всевозможных интересов, которые, безусловно, должны быть в нашем обществе. Но Конституция – это правовой документ прежде всего, и потом уже политический документ. Если все так прекрасно и замечательно, и все в нашей Конституции здорово отражено, мы бы тоже жили здорово и замечательно. Но мы нашей жизнью недовольны. И общество очень открыто выразило свое мнение по этому поводу, и как юридическое сообщество обращалось к парламенту именно с той целью, чтобы уйти от переговоров на митингах, на всевозможных сходах, от, скажем так, какой-то площадной демократии, перейти к экспертному, квалифицированному обсуждению. Мы доверяем, как общество, тем людям, которых избираем, непосредственно депутатам парламента. И мне кажется, нужно как-то немножко серьезнее отнестись к тому, что сегодня предлагается. Я не стала бы действительно акцентировать внимание на тех вопросах, которые сегодня поднимались и по поводу языка, и по поводу количества депутатов, не потому что они мелкие, нет, конечно, они очень серьезные и важные. Но гораздо важнее сейчас стоит вопрос концептуального подхода к усилению парламента и определению баланса. Здесь очень важно не уйти в крайности, не возвысить кого-то и не преуменьшить кого-то. Мы не убрали институт президентства, мы отнеслись с уважением к той части общества, которая считает, что без президентской власти Республика Абхазия жить не может. Хотя у очень многих членов нашей группы есть мнение, что нам гораздо эффективнее и полезнее было бы жить в рамках парламентской республики. И мы прекрасно существовали даже в военный период с этим. Но не все с этим согласились. Мы не сделали его декларативным. У него тоже есть очень важные полномочия, причем эти важные полномочия срабатывают эффективно именно в момент кризиса. Поэтому мы обращаемся сегодня к вам и презентуем эту концепцию, чтобы вы посмотрели на соотношение тех полномочий, которые возникают между депутатами и правительством. Как будет определяться порядок формирования. И здесь и у президента есть ключевая роль, и у парламента есть очень важная ключевая роль. И если вы не возражаете, мы пришли это обсуждение конкретных статей, это вы будете делать уже без нас в рамках обсуждения в комитетах, а хотели бы услышать от вас концептуально, вы поддерживаете перераспределение полномочий или нет, чтобы мы понимали, над чем нам дальше работать и стоит ли работать, или мы пойдем, разойдемся и будем заниматься каждой своей профессиональной деятельностью. Спасибо.